Несмотря на то, что в течение многих лет публично обсуждался вопрос о том, что произвольные аресты и внесудебные казни, осуществляемые оккупационным китайским режимом в Восточном Туркестане, достигли своего пика, китайский режим постоянно отрицал эту проблему и утверждал, что придерживается верховенства закона. Но время от времени собственные чиновники и силы безопасности Китая продолжают разоблачать ложь Китая перед миром. Корреспондент РФА недавно позвонил в соответствующие органы в Кашгаре и Хатене, чтобы узнать о состоянии тюрем, и столкнулся с отказом властей ответить на вопросы о местонахождении тюрем и даже дорогах, ведущих к ним. В марте этого года Канада предоставила убежище уйгурскому студенту египетского университета Аль-Азхар, который был арестован египетскими силами безопасности и которому грозила экстрадиция обратно в Китай. По данным правозащитных организаций и уйгурских активистов, осведомленных об инциденте, студент Билал Абдул-Карим благополучно прибыл в Канаду 10 августа. Хотя Верховный комиссар ООН по делам беженцев предоставил Билалу Абдул-Кариму статус политического беженца, он был арестован египетскими силами безопасности в Каире 21 марта 2023 года за 2 дня до истечения срока действия его удостоверения личности, и власти держали его местонахождение в секрете. Китайские банки в июле выдали самую низкую ежемесячную сумму кредита с 2009 года. Это стало еще одним признаком слабого спроса во второй по величине экономики мира, что увеличило риск длительного дефляционного давления. Центральный банк Китая заявил в пятницу, что новое кредитование достигло 345 миллиардов юаней в июле. В опросе Bloomberg экономисты ожидали 780 миллиардов юаней. Общий объем финансирования в прошлом месяце составил чуть более 528 миллиардов юаней, что снова значительно ниже прогнозов. Министерство государственной безопасности Китая объявило об обнаружении гражданина Китая, подозреваемого в шпионаже в пользу Центрального разведывательного управления США. В заявлении канала Министерства WeChat говорится, что гражданин Китая по фамилии Цзэн, который работал в военно-промышленной группе, был нанят агентом ЦРУ, базирующимся в Италии. Министр иностранных дел Китая Ван И призвал к совместной проверке ситуации в регионе после напряженности, вызванной на прошлой неделе, когда к филиппинскому кораблю был применен водомет на рифе в Южно-Китайском море недалеко от песчаных островов, которые являются предметом спора о суверенитете между двумя странами. Как сообщает китайское информационное агентство Синьхуа, министр иностранных дел Ван И в ходе контактов в ходе визита в Сингапур и Малайзию провел с собеседниками оценки ситуации в Южно-Китайском море. Глава МИД Туркменистана Рашид Мередов заявил, что Туркменистан готов продолжать сотрудничество с европейскими партнерами по реализации проекта Транскаспийского трубопровода. Число людей, погибших в результате 6 пожаров на Большом острове и острове Мауи в американском штате Гавайи, возросло до 80.